У кого из вас часто бывает чувство, будто мозг затуманен? Посмотрите, как вы сидите. Сядьте, как бы вы сели, будучи максимально заинтересованными. Не поленитесь, когда у вас много энергии, вы сидите прямо. Послушайте, не у вас плохая концентрация, а вы создаете себе плохую концентрацию. Не у вас затуманенное сознание, вы создаете себе такое сознание. Вы сидите сгорбившись и пережимаете нижнюю треть легких, а нижняя треть поглощает 2/3 всего кислорода. Как думаете, нужен вашему мозгу кислород? А ведь именно поэтому люди постоянно устают. Если вы хотите достичь пика своих умственных возможностей, если хотите жить и работать в лучших условиях, создайте их себе сами. А я научу вас навыкам, которые останутся с вами до конца жизни. Хотите провести день успешно? Сделайте успешным первый час. Почитайте про моментум. У вас 3 главных врага. Первый — это цифровая перегрузка. Слишком много требований, слишком мало времени. Слишком много информации — это первое. Второе — цифровая деменция. Мы перепоручаем работу мозга устройствам и буквально тупеем. Смартфоны отупляют нас. Я разговаривал с нейроученым, и он говорил, что когда GPS говорит нам, когда и куда повернуть, мы упускаем первые признаки деменции, потому что не замечаем провалы в памяти и не идем обследоваться пораньше. Это и есть цифровая деменция. Третий цифровой враг — это отвлечение. Все говорят про концентрацию. Как улучшить концентрацию? Где она? Весь окружающий мир борется за наше внимание. А я скажу вам один из лучших лайфхаков для мозга, но он вам не понравится. Тем не менее. У людей есть бизнес-тренеры, люди, которые ставят голос. Я хочу работать с вашим мозгом. Худшая привычка — это брать телефон в первый час дня. Наихудшая, если вам нужна высокая работоспособность. Позвольте сказать почему. У самых успешных людей мира есть список дел, так? Однако у самых элит есть список, чего делать нельзя. И он может быть даже больше, даже важнее. Они четко понимают, чем не будут заниматься, потому что им нельзя терять силы, нельзя терять внимание. Знаете, что обязательно есть в этом списке? Многозадачность. Все исследователи в один голос говорят, что делать несколько дел одновременно невозможно. Конечно, можно идти и жевать жвачку и болтать с кем-нибудь, но я говорю об умственной работе. В действительности вы не делаете несколько дел одновременно, а просто быстро переключаетесь между ними. Новые задания, вброс дофамина, вам кажется, что вы очень продуктивны, но по факту наоборот. В реальности, когда вы переключаетесь с одного дела на другое, мозгу требуется от 5 до 20 минут, чтобы перенаправить внимание и войти в поток. Исследования проводили на хирургах и выяснили, что многозадачность только увеличивает вероятность ошибок. Вы тратите время и хуже работаете, поэтому лучшие из лучших этого избегают. Если вы добавите в этот список еще одно, поверьте, изменения будут гигантскими. Правда, не берите телефон в первый час дня. Я скажу почему. Потому что так мы учим мозг отвлекаться. Мы учим мозг отвлекаться. Ну, представьте, открывать Инстаграм по 150 раз в день. А даже если вы открываете меньше, то кто-то наверняка больше, и это пугает. Каждый лайк, репост, комментарий вызывает вброс дофамина, вызывает зависимость, влияет на мотивацию и обучение. Мотивация начинает ассоциироваться с конкретными стимулами. Если утром в первую очередь вы смотрите лайки, комментарии, репосты, видео с кошечками, что угодно, ваше внимание расплескивается. И мозг учится отвлекаться, а потом вы думаете, почему так тяжело сосредоточиться? Видели в Фейсбуке, что у нас внимание хуже, чем у золотой рыбки? Золотая рыбка удерживает внимание на объекте 9 секунд, а люди 8, потом мы переключаемся. Неважно, правда это или нет, идея понятна, не берите в руки телефон, он научает мозг отвлекаться. Скажу больше, вы не только отвлекаетесь, но и становитесь реактивными. Что это значит? Если вы хотите создать бизнес, вам нельзя реагировать на все подряд.
Партнер данного видео – Quark.ru. Нужен фрилансер? Quark – это магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Подробности по ссылке в описании. На протяжении дня мозг работает на разных волновых частотах. Не углубляясь, сейчас у вас бета-волны. Вы в сознании. Во время сна у вас дельта-волны. В промежутке две критические стадии – тета и альфа. Тета-волны — это состояние творчества. Когда Эйнштейн проводил свои мысленные эксперименты, его мозг работал на тета-волнах на границе с дельта. Он сидел в своем кресле в Принстоне, держал в руках камень, представлял себя на луче света и так далее. У него было сильно развито левое полушарие, он придумывал разные математические формулы, но эксперименты проводил за счет креативности правого. Зачем он держал камень? Если он уснет, камень упадет и разбудит его. Эйнштейну не были нужны дельта-волны, ему нужны были тета-волны, волны креативности. Знаете, где мозг переключается на них? В душе. Кому в душе приходят в голову всякие идеи, приходит вдохновение? Хочется записать свои мысли. Вы очень продуктивны. Душ переключает вас на тета-волны. А альфа-волны между бета и тета-волнами называют расслабленной осведомленностью. Это такое полугипнотическое состояние, когда вы поглощаете информацию, когда медитируете, когда входите в поток. Вы когда-нибудь говорили с человеком, который смотрит телевизор, спорт или какую-нибудь любимую программу и так увлечен, что вообще вас не слышит? Он в трансе. Его мозг работает на альфа-волнах. Телевизор переключает вас на альфа-волны, внутренний критик отключается, и информация не фильтруется. Мы пробуем переключать людей на альфа-волны, чтобы они лучше учились, осваивали иностранные языки, на состояние расслабленной осведомленности, чтобы можно было воспринимать информацию напрямую. Но вы уязвимы, не критичны к информации. Утром вы просыпаетесь, у вас альфа, тета-волны, берете телефон и перепрограммируете мозг отвлекаться. СМС, голосовые сообщения, почта, всем от вас что-то нужно, причем срочно. Мой друг Брэндон говорил, что входящие — это удобная система чужого диктата вашей жизни. Знакомо, правда? Если вы сами хотите строить свою жизнь, свой день, если вы хотите побеждать, зачем в первую очередь смотреть на все это, быть реактивными? У меня есть 3 задачи на каждый день в личной и профессиональной жизни. Все. Я открываю список дел и вижу только самое важное, что больше всего приблизит меня к цели. Одну из моих любимых книг написал мой наставник Стивен Кови «7 навыков эффективных людей». Если не читали, обязательно прочтите. Он пишет о навыках самых эффективных, самых продуктивных людей в мире. Их 7. И 7-й — затачивайте пилу. Спросите себя, если вам нужно спилить много деревьев, но пила тупая, когда вы ее заточите? Будете вы пыхтеть и выбиваться из сил до последнего, используя тупую пилу? Или заточите еще до начала? Китайцы говорят, лучшая возможность посадить дерево была 20 лет назад. Следующая лучшая — сейчас. В соцсетях я постоянно сравниваю жизнь с яйцом. Если яйцо сломили внешние силы, жизнь заканчивается. Если внутренние, жизнь начинается. Все самое лучшее начинается изнутри. Внутри вас великие мысли, внутри вас гений. Сейчас самое время выпустить его.